Как смонтировать перегородку в помещении с повышенной влажностью? В каких случаях следует использовать цементные плиты Аквапанель? В чем преимущество этого строительного материала? И как закрепить на каркасе цементные плиты Аквапанель? Эти и другие секреты далее в нашем фильме. Перегородка S381 состоит из одинарного металлического каркаса с однослойными обшивками из плиты Аквапанель внутренняя. Эффективная альтернатива кирпичным, бетонным конструкциям и надежная основа для любого покрытия, в том числе облицовочной плитки. Данная система используется при разграничении помещений различного типа с повышенной влажностью, как при реконструкции, так и при новом строительстве. В основе решения цементные плиты Аквапанель внутренняя толщиной 12,5 мм. Стопроцентно влагостойкие и устойчивые к образованию плесени и грибка. При монтаже каркаса в помещениях с мокрым влажностным режимом эксплуатации следует использовать коррозионно-стойкий КНАУФ-профиль. До начала монтажа перегородки все мокрые строительные процессы должны быть завершены. Перед началом основного этапа работ производим замеры помещения и предварительные расчеты расхода материалов. Для монтажа каркаса перегородки S381 нам потребуются следующие материалы: направляющие и стоечные КНАУФ-профили, дюбели для крепления направляющих профилей, уплотнительная лента КНАУФ Dichtungsband, минераловатная изоляция. Для разметки помещения и монтажа каркаса перегородки S381 нам потребуются следующие инструменты: лазерный уровень, шнуроотбойное устройство, ножницы по металлу, шуруповерт, складной метр, карандаш, уровень, дрель, молоток, просекатель. Криволинейная перегородка из Аквапанель внутренняя устраивается с помощью стоечных и направляющих профилей КНАУФ. Чертим контур будущей криволинейной перегородки на полу, а затем отмечаем положение стоечных профилей. Шаг вертикальных профилей должен составлять 300 мм, а если радиус кривизны перегородки менее 1 метра, то профили располагают еще чаще. С помощью вертикальной стойки и строительного уровня переносим контур перегородки на потолок и отмечаем положение стоечных профилей. Готовим направляющий профиль для изгибания. Для этого ножницами по металлу делаем параллельные надрезы на его наружной полке и стенке. На направляющие профили для лучшего примыкания и звукоизоляции наклеиваем уплотнительную ленту. Закрепляем направляющий профиль к полу и потолку шагом крепежа не более 300 мм, но не менее 3 креплений на один профиль. Переходим к установке стоек. Вертикальные профили устанавливаем в проектное положение таким образом, чтобы они своими полками были направлены в ту сторону, с которой будут монтироваться цементные плиты Аквапанель. Высота стоечных профилей должна быть меньше высоты помещения на 10 мм в обычных условиях и на 20 в условиях сейсмики. Стоечные профили соединяем с направляющими с помощью просекателя. Каркас перегородки готов. Для обшивки перегородки S381 мы будем использовать следующие материалы: плиты Аквапанель внутренняя, шурупы Аквапанель длиной 25 мм, грунтовку КНАУФ Tiefengrunt, клей для швов Аквапанель и нетвердеющий герметик. Нам потребуются следующие инструменты: пистолет для нанесения клея или герметика, нож для резки цементных плит, шуруповерт. Приступаем к раскрою плит Аквапанель внутренняя. Сначала надрезаем стеклосетку с лицевой стороны плиты. Затем плиту надламываем по линии надреза и прорезаем сетку с обратной стороны. Обратите внимание, что при радиусе кривизны перегородки более 3 метров применяются плиты размером 900 на 1200 мм, а при радиусе от 1 до 3 метров используются нарезанные из плит полосы размером 300 на 1200 мм. Перед монтажом на криволинейном каркасе плиты изгибаем. Возникающие при этом на поверхности волосяные трещины не приводят к потере прочности материала. Теперь плиты Аквапанель готовы к монтажу. Закрепляем раскроенные плиты Аквапанель внутренняя на каркасе. Сначала обшиваем одну сторону перегородки. Плиты крепим горизонтально поперек стоек каркаса. Для крепления используем специальные коррозионно-стойкие шурупы Аквапанель.
Вкручиваем их от одного края плиты к другому. Очищаем торцы закрепленной плиты от пыли. Наносим на кромки плиты непрерывной полосой клей для швов. Каждую последующую плиту плотно прижимаем к предыдущей и крепим к каркасу шурупами. Вертикальные стыки плит должны располагаться на стойках. Каждый следующий ряд плит нужно крепить со смещением не менее чем на шаг стоек. После того, как одна сторона перегородки обшита, устанавливаем минераловатную изоляцию и обшиваем другую сторону. При клеевом соединении плит шпаклевать стыки с применением армирующей ленты не нужно, а излишки клея можно удалить на следующий день после монтажа. Зазоры по периметру возведенной перегородки тщательно заделываем нетвердеющим герметиком. При длине перегородки более 7,5 метров устраиваем деформационные швы. Для улучшения адгезии плиточного клея или шпаклевочного слоя поверхности с плит рекомендуется обработать грунтовкой Knauf Tiefengrund, которая наносится валиком или кистью. Перегородка установлена. Поверхность готова к дальнейшим отделочным работам. Итак, мы завершили монтаж перегородки S381 на одинарном металлическом каркасе с однослойными обшивками из плиты Аквапанель внутренняя. Поверхность обшивок из плит Аквапанель внутренняя пригодна под различную отделку: облицовку керамической плиткой, окраску, декоративное оштукатуривание. Поверхности, подвергающиеся в процессе эксплуатации конструкции воздействию воды, душевые, мойки, зоны около бассейна и так далее, предпочтительно облицовывать мозаикой или керамической плиткой. Knauf – это поставщик комплектных решений для ваших задач.